Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июль 2020 года для водолеев. Посмотрим, что ждет в этот месяц. По декадам достанем карты, посмотрим, что нас ждет в начале, в середине и по окончании месяца. Достанем из цыганской колоды три карты на отношения, 3 карты на работу и 2 карты на финансы. Итак, у нас выпала 8 жезлов для водолеев как карта этого месяца, а это значит, у вас очень-очень быстро будут развиваться события. Эта карта хорошая для путешествий, для решения каких-то вопросов важных, которые накопились по работе. То есть вот все, что вы строили раньше, как вы налаживали процесс, это будет давать результаты в июле. То есть все будет идти само собой, будет приходить удача, будут приходить нужные предложения. Если нужна поездка какая-то или путешествие, оно будет. Если нужно, чтобы человек какой-то появился в вашей жизни, он придет. То есть у вас все происходит само собой, как будто бы по волшебству. 8 жезлов у нас астрологически связана с Меркурием в Стрельце, то есть даже ваше близкое окружение будет помогать вам реализовывать ваши цели, ваши намерения. Очень хорошая карта, которая говорит о том, что вам удается абсолютно все, удача пришла вот в вашу жизнь. Первая часть месяца до 10 июля 4 мечей. Вот карта говорит о том, чтобы у вас все начало действовать, да, нужно хорошенечко сначала отдохнуть, нужно привести в порядок свои мысли, свои цели, может быть, пересмотреть какие-то планы. Скорее всего, вот то, что вы задумали раньше, оно непригодно к тому, чтобы вот осуществлялось вот таким образом, да. То есть нужно отдохнуть, набраться сил раз. Нужно подумать хорошенечко о том, какие ваши планы и не нужно ли над ними поработать, поменять их, и только уже после этого приступать к какой-то деятельности. Вот видите, здесь уже методично мы начинаем работать, мы начинаем буквально по режиму жить, да, мы начинаем действовать по часам, то есть у нас весь день может быть расписан, может быть столько много работы, да, то есть мы для себя определили, мы набрались как бы сил, энтузиазма, да, и вот уже у нас начинается работа, то есть середина месяца у нас пройдет в работе, когда мы ничего вокруг, кроме работы, не видим. И также карта говорит о том, что важно в это время обращать внимание на свое здоровье, на свой режим питания. Может быть, нужно посидеть на диете или просто правильно питаться, для кого-то поголодать, для кого-то, может быть, нужно уделить внимание здоровью, полечиться, да, может быть, действительно нужно какой-то решить вопрос по здоровью. Также здесь у нас могут быть какие-то ремонты, переделки. Может быть, мы покупаем здесь какие-то средства связи, с которыми будем работать в дальнейшем. Там металлические какие-то вещи, да, мы можем даже машину покупать по этой карте, мы можем покупать какие-то наборы инструментов, там, дорогие, полезные и так далее, да, вот то, что нам потребуется для ремонта, допустим, или мы можем здесь ремонтировать машину, да, может быть, детали какие-то нужные покупать для машины. В общем, карта, когда мы все в делах, когда мы забываем о себе, забываем поесть и забываем о своем здоровье, да, то есть вот столько много у нас здесь дел может быть. И в окончании месяца у нас выпадает карта туз жезлов, а это значит, как раз вот реализуется та 8 жезлов, которая у вас выпала на весь месяц. То есть буквально с 20 июля у вас начинает все крутиться, вертеться, начинают ваши желания осуществляться, у вас столько силы, столько энергии для того, чтобы их осуществить, что вы просто не можете даже этого не делать, да? То есть туз жезлов карта очень хорошая, которая дает нам силы, дает возможности, дает нужных людей. В общем, если мы здесь все делали правильно, если отдохнули, правильно выстроили планы, если мы хорошо поработали, то обязательно у нас будет продвижение и исполнение наших желаний.
Кстати, очень часто по этой карте и любовь к нам приходит, и страсть в отношения приходит, и люди нужные встречаются. Мы реализуем какие-то очень важные планы и цели для себя. Чего больше всего это будет касаться? Это будет касаться денег и работы, это будет касаться путешествий каких-то и коммерческих сделок, и это будет касаться решения каких-то застойных вопросов, которые просто уже вас вымотали. А теперь посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает валет бубновый, а эта карта как раз говорит о том, что вы можете быть не готовы к встрече с партнером, вы можете отказываться от того, что вам жизнь дает. Да? Вы можете думать, что вам совсем не такой человек нужен. Посмотрите, вот здесь нужно как-то пересмотреть как бы тот идеал человека, да, который вы себе нарисовали. Возможно, это совсем не тот человек, который вам нужен, и не такого вам человека жизнь тут дает. Здесь вы можете вообще в отшельничестве закрыться, да, и пропустить свой счастливый случай. То есть, смотрите, карта говорит о том, что у вас есть возможность действовать в этой сфере, у вас есть возможность познакомиться с человеком очень таким активным, но вы как будто бы закрываетесь от этих встреч. То есть, обратите внимание, чего вы хотите, какого человека вы себе нарисовали, и, скорее всего, вам тут нужно будет исправлять тот самый образ, да, нужно дать свободу жизни, какого человека она вам пошлет, такой, значит, вам и нужен, такой вам и соответствует. То есть не нужно слишком уж завышать или идеализировать, потому что можете просто пропустить свой шанс. А теперь для тех, у кого есть уже отношения, шестерка пиковая. Карта говорит о том, что вы будете заниматься какими-то делами важными, может быть, паспортами, документами, заключением каких-то договоров, недвижимостью, может быть, будете оплачивать счета, налоги платить и так далее, и так далее. Может быть, будет даже у кого-то и судебное заседание, да, и вот все ваши мысли, они вот уходят в эту сторону. Так, что еще здесь важно? Может быть, будут какие-то хлопоты по поводу детей, если у вас они есть. Может быть, будет какой-то конфликт серьезный ваших интересов. Допустим, вам кажется, что ваш партнер вас обманывает, да, и вы тут чуть ли не готовы уже разрушить отношения. Так, есть ли тут действительно в этом смысл? Но карта говорит о том, что вы, скорее всего, здесь себя накручиваете. Скорее всего, все наладится, и все ваши сложные ситуации закончатся счастливо. То есть будут обязательно положительные результаты. А теперь для тех, кто в ссоре, восьмерка пиковая. Карта говорит о том, что вы можете помириться, допустим, на каком-то празднике, где собираются ваши друзья, да, и вот вы, может быть, оба приглашены, и можете таким образом помириться. То есть вы можете благодаря каким-то другим людям помириться, которые вот захотят вам в этом помочь. Теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, выпадает король червовый. Карта говорит о том, что вы можете устроиться на работу удаленную, или, может быть, эта работа будет вообще на дому. Может быть, у вас есть какой-то опыт, который вот совершенно не нужен сейчас, вот в ваших, в нынешних условиях, да, этот опыт не нужен, и, возможно, вам придется что-то менять в образовании своем, да, какие-то навыки новые получать, как-то расширять, углублять, может быть, сферу своей деятельности, а может быть, просто учиться работать удаленно, да, вот, то есть, может быть, это и ваша специальность, но все-таки что-то вы в ней, может быть, не знаете, будете обучаться. А теперь девятка пиковая для тех, у кого уже есть работа. Карта говорит о том, что у вас стабильно все, у вас может быть очень много дел, да, вы как профессионал очень востребованы можете быть. В общем, повседневная занятость, вы заняты карьерой, может быть, кто-то должность получает какую-то новую, но здесь вот нужно опасаться различного рода манипуляций, обманов, зависти и так далее. Вот здесь вот, может быть, нужно быть осмотрительней. Скорее всего, вот кто-то что-то от вас скрывает, или, может быть, тоже на ваше место кто-то метит здесь, да, вот здесь нужно быть осторожней с теми людьми, которые рядом. Не нужно быть слишком открытым, не нужно быть слишком доверчивым. А для тех, у кого свое дело, семерка трифовая,
Карта говорит о том, что у вас есть возможность решить вопросы. Вот, допустим, последнее время у вас не ладилось что-то с вашими делами, с бизнесом, может быть, даже потери какие-то были, сложные времена, может быть, кто-то из вашего коллектива как-то себя неправильно повел, да, какие-то вот потери, может быть, из-за вот неправильной работы людей ваших, да, вашего коллектива. И вы можете здесь быть как-то очень разочарованы и, может быть, даже в отчаянии. Ну вот, карта говорит о том, что вам придется очень много здесь поработать, вам придется организовывать процесс, может быть, заново, может быть, вам трудно работать вообще с людьми, вам, может быть, лучше в одиночестве, да, а тут приходится работать в команде, либо карта говорит о том, что нужно учиться работать в команде. Может быть, у вас не было до этого команды, не было коллектива, а сейчас, может быть, он вам как раз нужен, да, может быть, вы какие-то новые процессы организовываете, и у вас может быть усталость, у вас может быть раздражение, но все-таки здесь работа сделана, будет все в порядке, просто иногда будут возникать эмоции, иногда будет раздражение, иногда будет не получаться, но, в общем, работа идет, просто ее много. Финансы. Для тех, у кого зарплата король трефовый, карта говорит о том, что какая-то неопределенность может быть в этом месяце, может быть, ситуация меняется, да, допустим, то сказали, столько зарплата будет, то столько, и вы вот как-то в таком непостоянном, в неопределенности такой находитесь. Также, может быть, вы получите деньги, допустим, за меньший срок, не за такой, на который вы рассчитывали. Также у нас может быть, знаете, какой-то конфликт даже по поводу денег у вас на работе. Но давайте спросим, надо ли вам конфликтовать. Карта говорит о том, что все-таки начальник, он главный и он прав. И либо нужно опираться на закон, да, тогда вот уже обращаться там в суд, может быть, или еще как-то вот законными методами решать вот этот вопрос, конфликт. А теперь восьмерка трефовая для тех, кто зарабатывает своим делом. А это значит, что у вас может быть очень какая-то большая крупная сделка. Возможно, это будет то, к чему вы долго готовились, шли, да, но, возможно, она будет не такая простая, придется очень много приложить усилий, собрать, может быть, много документов, может быть, пользоваться чьей-то помощью людей, у которых есть власть. И, в общем, здесь у вас могут быть сложности, но все-таки вы можете этот вопрос решить. Может быть, он немножко затянется, да, может быть, вы будете пытаться какими-то способами другими его решать, но все-таки здесь будет возможность это дело закончить. Также, может быть, у вас будет периодически не так много заказов, да, или не так много продаж, или еще что-то у вас здесь как-то неравномерно распределяются доходы. Ну, в принципе, вам тут на все хватает. Единственное, могут быть задержки какие-то, да, задержки, и, может быть, вы будете просто отказываться, может быть, с кем-то работать. Или, допустим, у вас есть какой-то контракт, да, а, допустим, партнер вам отказал или не выполнил свои обязательства. То есть вот такого рода могут быть сложности. Но в любом случае деньги тут будут, просто с дополнительными усилиями. Итог месяца, восьмерка бубновая, вы решите все свои сложные вопросы. Вы ответите на какие-то затянувшиеся ситуации, да, то есть, вот, допустим, вы начинали дело какое-то давно или начинали какой-то проект, либо, допустим, готовили сделку, и все никак не получалось. Вот вы в конце этого месяца можете решить, наконец, этот вопрос, успех вам здесь обеспечен. И, может быть, очень значительное какое-то событие произойдет вот именно у вас в этом месяце. Также какая-то трудная ситуация здесь разрешается. Друзья, желаю всем прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!